Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня понедельник, уже около 6 часов вечера. Я занимаюсь семенами, сажаю помидоров в разных, каких я покупала. Сегодня 15 марта, я думаю, как раз самый раз. И я сейчас посадила помидоров. Потом буду пикировать. Некоторых вот на такие стаканчики буду сажать скороспелых. Здесь у меня и земля готова. Обычно я рассаду не покупаю. Бывает покупаю, если мне какие-нибудь сорта понравятся. Вот апельсиновый сорт мне нравится. Я не нашла семена. Я могу купить на рынке сорт апельсиновый. Лимонный есть. Сейчас я вам покажу, каких я посадила. Погода у нас сегодня хорошая. Минус 11. Утром было минус 17. Ночью, наверное, опять понизится температура. Ветра нет. Погода классная, солнышко. Так и хочется на улице погулять, но некогда пока. Дел очень много. Вроде таких сильных дел нету. Повседневные заботы и времени никогда не хватает. Я не знаю, как у вас. Вроде и на работу не хожу, дома сижу. Все равно времени не хватает. 2 дня не снимала ролик. Субботу, воскресенье я тоже дела делала, в гости ходила. У меня были гости, в баню приходили. Ролики снимать некогда было. Лентяйничала. А сегодня к вечеру решила ролик снимать. Хоть свои саженцы покажу. Дети пришли из школы. Старший у меня утром учится, вы знаете. Младшенький только что пришел. Сейчас покушает. И мы займемся дальше своими делами. Бычьи сердца я много покупала, я лишнее сажать не буду. Я буду делиться рассадами с сестрой, с Юлей. Если что останется, с соседкой поделюсь. Очень много сажать в этом году помидоров не буду, потому что Юля сама себе сажает. Пусть занимаются, а я для себя. Но на троих много не надо. Кустов 70 все равно, конечно, надо. Посмотрим. Когда начну что-то сажать, мне всегда кажется, что я мало сажаю. А потом себя ругаю, почему я так много сажала. Когда вырастут помидоры, перерабатывать тоже много времени надо. Любим, конечно, в свежем виде употреблять. В магазинах не стараюсь покупать. Очень редко покупаю помидоры, огурцы свежие. Обычно я весной часто покупала помидоры, огурцы, делала салаты, и как начинаются наши помидоры созревать, мы уже не хотим, мы уже наедаемся. Конечно, своими помидорами, огурцами магазинные не сравнить. Они вкусные, сочные, и запах тоже хороший, не то что магазинные. В этом году, наверное, весна придет очень поздно. Я думаю, снега очень много. Я не знаю, когда растает весь этот снег. Наверное, придется лодку покупать, моторную. Как у меня снегоуборочная машина. Будем в резиновых сапогах работать, наверное. Цветы я еще не посадила. Завтра, наверное, или вечером будет время, посмотрю, каких цветочков когда сажать. Уже пора, наверное, и цветы сажать. Ну вот, я сейчас вам покажу. В комментариях спасибо, что хотите знать, как я себя после прививки чувствую, как у меня Кирюша с Владиком чувствуют. Спасибо вам большое, мои хорошие, мои любимые. С детьми все хорошо. Они учатся, бегают, прыгают, играют на улице. А сама вторую прививку не смогла делать, потому что заболела, хотя температуры нет. Мне дали метатвод. Я сама ходила, где мне сделали прививку, сказала, что я болела. Они мне дали метатвод на 10 дней. В течение 10 дней выздоравливайте, больше не болите, говорили. Если заболею еще раз, а это тоже все равно возможно, если я буду раздетая ходить, то опять будут откладывать. Я стараюсь не болеть, одеваюсь, я вас слушаюсь. Мне в личку писали, в контакт заходили, ругались, что я раздетая хожу, что я простываю, что я не ребенок. Я большой ребенок. Вот, стараюсь одеваться. Кто-то мне подсказывает, чтобы я безрукавку купила себе, баллоневую снаружи.
Вот я ищу, но находить не могу. Надо для этого в город ехать, в городе посмотреть. У нас есть тоже они в магазинах, но они все сильно короткие, слишком. У меня короткая безрукавка есть, теплая. Или они узкие. Мне хочется немножко пониже и посвободнее покупать. Чтобы, когда я что-то делаю, начинаю что-то делать, не обтягивала. Вроде я себя нормально чувствую, уже голос восстанавливается, но немножко еще есть. Нос уже у меня начинает нормально дышать. Лечусь без антибиотиков. От насморка я Синекс брызгала 2 раза в день, утром, вечером. Очень хорошо помогает. И горло у меня болело, я брызгала Ангидак. Наверное, помогли. Чай с лимоном, с медом пила, с малиной пила. Температуры у меня вообще не было, но был озноб почему-то. Посадила я помидоры. Девардо оранжевый, Девардо розовый. Помидоры Дубрава. Посадила исполин. Здесь у меня 3 вида гигант. Гигант сахарный. Чудотворец посадила. Желтых посадила. Посадила крупный сорт негритенок. Томат челнок я до этого немножко посадила. И посадила еще бычье сердце. Еще у меня есть семена 2 пакета исполин. Есть еще 2 пакета бычье сердце. Наверное, тоже посажу. Есть у меня еще урожай с балкона. Я почему-то вот это не посадила. Вот столько у меня их. Здесь у меня петуния махровая. Они по 5 штук были. Некоторые взошли, некоторые нет. А здесь у меня уже петуния тоже простая. Очень хорошо они взошли. Мне надо будет уже пикировать их. Помните, я вам сказала, что пересажу перцы. Многие писали, их не рекомендуется пересаживать. Они у меня не погибли. Вот они у меня. Все целые, невредимы. А здесь немножко томат. Тоже надо будет пересаживать скоро. Тоже не все взошли. Я даже забыла, как называется. Я все забываю. Здесь я сегодня только пересадила персиков. Вот я их только сегодня пересадила. А здесь помидоры челнок. Здесь немножко есть перец. Тоже надо будет пересаживать. Здесь каланхои цветут. Эти не знаю, как называются. Я уже забыла. Их Роза на улице посадила. Я один куст забрала домой. А здесь хризантемы я взяла у сестры. Осенью. Просыпаются комнатные цветы. Вот они тоже начинают цвести. Называю женским счастьем. Дело уже к вечеру. Вот столько снега. Дети вот сюда выходят, играют. Им интересно. Приходят все мокрые, зато дышат свежим воздухом. Потихоньку солнышко садится. Дорогу у нас чистят каждый день, хотя даже бурана нет. Удобно ездить. Куда снег денем, я не знаю.
И здесь полно снега. Это снегоуборочная машина моя. Пока бензин закончился. Вот сколько снега в огороде. Начала немножко дорогу открывать в теплицу. Хочу там открыть и снег покидать. А то там вообще влаги нет. Все высохло. Вот такая зима у нас. Становится прохладно. Петя. Привет, Петя. Петушок. Чего не здороваешься? Как косо смотрит на меня. Не трогаю я твоих жен. Не переживай. О, Машенька, Машенька. Что, барон? Хотели барона зятька отправить домой. Хозяйка уехала к детям. Хорошо, что позвонила, а то зря сходили бы. Барон. Мартин. Его зовут и Мартин, и барон. Что, звезда Ютуба? Машенька, Машенька, поздоровайся с подписчиками. Ой, ты моя. Ой, ты моя. Ух ты моя холёсая. Что? Что хочешь? М? Что хочешь? Ух ты моя. Целоваться хочешь подписчиками? Ой, целоваться любит, любит целоваться. Ой, любит целоваться-то. Машенька, Мартин. Машенька так и хочет ко мне. Машенька так и хочет целоваться. Ой ты, Машенька, ой ты, Машенька. Сено вкусное, да? Сено вкусное. Ух ты, маленькая. Выросла, посмотрите, выросла. Так интересно жуют, хрустят. Вкусное сено, да? Вкусное? Вкусное сено. Сено вообще зеленое, высохло. Вкусные. Под дождь не попало. Плесенью не пахнет. Хорошо кушают козочки. Барон, зятек? Что? Нельзя позвать твоего мужа? Как только позову барона, за рукава хватает Маша. Барон. Барон. Вот же она уже мне. Ты что делаешь? Не хочешь мужа отпустить, да? Не хочешь? Так почти 2 месяца, без 5 дней. Зятек отдыхал. Как только хочу барона показать. Не разрешает Маша. Ревнует. Какая ты у меня ревнивая. Все равно завтра отведем барона твоего. Барон. Барон. Ой, 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 какой. Ой, какой. Барон. Барон. Что? Барон, иди сюда. Барон. Мартин. Мартин. Что? Килеле мында, Мартин? Киль. Мартин, килеле. По-татарски не понимаешь? У тебя же хозяйка татарка. Киль.
Ой, барон. Красавчик. Ой, красавчик. Барон. Хулиган. Твой муж хулиган. Вон сено какое зеленое. Машенька. Машенька. Машуня. Машенька. Иди сюда. Киль мында, киль. Айда. Машенька, айда. Киль. Маша, киль. А, по-татарски понимаешь. Молодец. 2 языка знаешь. Ставлю тебе 5. Ну ладно, кушайте. Проголодались. Как сено хрустит. Как аппетитно кушают. Барон, барон. Ох тебя, барон. Ох, какой ты. Всех гоняешь, да? Барон, мя, мя. Барон, мя. Хулиган. Хулиган ты. Наш барон хулиган. Вкусно, да? Пей, пей водичку, пей. Все, пока. Кушайте, отдыхайте. Петя охраняет, видимо, любимица жена. Вот я вам показала и кур, и коз. Новостей у нас никаких нет. Ну, на этом я свой маленький влог заканчиваю. Желаю вам всем здоровья, удачи, любви и много счастливых дней. Всем пока-пока. До следующих встреч.